Так, ребят, сейчас сделаю приправу для рыбы специально, вот кавказский. Парни, спасибо за подгончики. Сейчас сначала рыбу обвалим в специях, соли и в муку и на масло. Сковородочку свеженькую надо. Ах-то, запах-то убийственный просто. Вообще бомба. Сейчас мы все это перемешаем. И обтерем рыбку. 4 плотвички почистил. И нам больше и не надо. Покушать нам больше и не надо. С утра обедали окунем, ужинаем плотвой. Сейчас вот так я ее, ребята, обтеру специями внутри, чтобы просолилось и нормально. Все, и вот это оставим, ребят, на минут 15-20. Рыбка быстро питает, замаринуется, поужинаем. Так, у нас картошечка еще осталась. Сейчас подогреем все это дело. Подожди. Все равно не влезет. Угу. Можешь поставить? Что-то мало мазика добавила, не? Он уже настоялся, слышь, столько уже. Капитально. Супесто. Блин, вообще. Классный. Вот, ребят, дождались. Момент истины. Секунду, ребята. Как бы вам показать? Вот он. Вот это прелесть. Когда наполовину видно его. Вот. Очень красивый. Вот это здорово, ребят, да? Красота. Такое явление красивое. И вот Лариска фотографии делает. Да, красота вообще, ребят. За это и надо жить. За такие моменты. Очень красиво. Ну что, 20 минут прошло, наверное. Рыбка замариновалась. Муки туда, ребят. Прям туда. Не стану тарелки морать. Нафиг. По-бродяцки, как обычно, в походных условиях. Ну, все. Обваляю таким же макаром. И ужин будет. Ох, хорошо как, ребята. Честное слово. Больше. Погнали.
Мы хотим убрать навес вот этот, постелить под низ и уже на нем спать, потому что, блин, замерзли вчера. Хотим так сделать. Сейчас я тут... Вчера накрыли здесь. Сейчас это уберемся. Вот так вот. Вот его сейчас в 3 слоя складываем, Марис. Четыре. Сейчас я растяну. Вот. Да, вот такой квадрат положим. Положи пока сюда, надо достать. Специи горят, да? Специи горят. Ну, утепляемся, ребята. Лишь бы никаких букашек не занесли сюда. Да, вроде нет. О, огонь. Неплохо, неплохо. Так, под это мы укроемся. Этим укроемся? Да, завалимся. Так, ребят, надо светку это замастерить. Так, чтобы сильно не освещало и нормально было. Так, на землю поставить или сюда куда-то. Вот так. Отлично. Нажать, ребята, мастырил, смотрите. Нормал. Сидим, кушаем, отдыхаем. Костерок. О, опять. Андатра, ребят, пойдемте посмотрим. Что-то андатра пошла. Спряталась куда-то. Много андатр так плавает. Я слышал вроде то, что их ловят даже и как будто едят. Не знаю, ребят. Но уже за сегодня 5-ю, наверное, я вижу. Видите? Ух, вон она. Пошла в елки туда. Вон она. Красотка. Жик. Сейчас попробуем к берегу ее подпустить. Что там делает? А, это лягушка. Я думал, кто там плещется. А, это лягушки. О, смотри, 2. И 3, смотри, Лариска.
А вон 4-я, видишь? Вон 5-я. Смотри, сколько их. 1, 2, 3, 4, 5. Вон 6-я, видишь? Такую, Под водой. лягушки, такую тоже. Вон. Они тут начали движение наводить. Вон, смотри. Вон такую. Он надулся, видишь? Он раздувается, отдувается. Но тут-то вообще капитально. Вот смотри, ползет. Тут карабкается к этим. К этим. Вон одна, еще и одна, видишь? Ага. Вон там еще. Нет, вот это. Вон. Тут 2. И вон там еще одна сидит, видишь? Раз. Там еще, наверное, карась. Короче, 1, 2, 3. Вот это походу... А вон еще одна. А вон еще 2. Вон 3-я, смотри. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Фига на одном пятаке. Ну такую, ну. Вон, наверное, матерая жаба сидит. Не, нет, это вон косолапая поплыла. Кукушки вон вылезли. Ну весна, что? Это все сваливает. Хорош, говорит, отсюда валим. И сидят такие на... Вон. А вон еще 8-я. И там куча. Вон это. Куб. Распласталась. Смотри, сколько, да? Французы бы, наверное, были тут счастливы. Вон они еще сколько. Вон, смотри. По 2. Нашли, короче, жабий ток. Вообще. Они хладнокровные, им пофиг, они на цвет не реагируют. Это под водой сидит, это под водой сидит, смотри. Вода-то ледяная. Сидят. Даже смотрит. Да. Вот так, ребята. Сколько тут? У нас чай закипает. Что, ребята, 2-я ночь. Сколько близко времени? Время 11. 11 ночи, ребята, уже. Посидели возле костра. Ставим гаджеты на зарядке. У нас плиточка здесь, ребят. Вот. Так, чтобы для поддержки штанов, потому что, ну, реально дубак. Ну, вот мы положили еще под низ баннер, так как на земле нет никаких у нас губок, всяких вот этих ковриков. Ну, фонарей. Что, термос занесли. Там у нас что еще интересно? Ну, не знаю, кружка, там нож, плитка, зарядки. Все остальное на улице. Бушлат, куртки, спальники. Все, сейчас ляжем. Наверное, что? Может, фильмец какой-нибудь еще зарядим. Посмотрим, ребят, завтра что. Встаем, что, и потихоньку будем собираться. К обеду будем выдвигаться. Так что спокойной ночи всем, ребята. До завтра. С утра до вечера на ногах. Емель, вставай, детка, вставай. Вставай. Ребята, доброе утро. 2-й день в тайге. 3-й день получается. Проснулся. Лариска уже что-то с утра уже там что-то хозяйничает. Ну, сегодня хорошо спали. Дождя не было, и хоть и холодно, но нормально. Вывезли коляску. Отлично. Надо вставать, ребята. Так что погнали. Дождь шел в 4 утра. Я думал, ну хана будет опять, блин. Вот так немного поморосил. Перестал. Лариска кофе сварила уже. Молодец. Супчик будешь? Супчик-то нет, наверное. Так, кофейку.
Рыбу давай, горячая. Понял. Что, доктор подписал? Да. Хрустящий. Тебе корочка. Что ты любишь? Спасибо. Завтракаем рыбой. М? Завтракаем рыбой, говорю. А рыба течет должен завтрак. Да. Ну что, я выпал, я на воде. Сети снимаем, собираемся. Ну, не повезло, ребят, с погодой, во-первых, и с такой объемом воды. Даже здесь есть течение, забивает, получается, вот этой хвоей, ветками, нежели, допустим, рыбачить где-то там на полях, в заливах, а здесь в тайге, в лесу, я имею в виду. Хана сетям, то бишь ты их не почистишь. Ну ладно, как бы, 2 сетки на выброс, одну как бы сохраняю, и нормально. Ничего страшного, не переживай нисколько. Даю порыбачить, вот раз я вот так выезжаю, потом сворачиваюсь и жду уже спада воды, ребят. Ну, в этом году, конечно, очень большой объем. Не знаю, сколько будем ждать, еще недельку-две, наверное, точно. И за налимом рыба тоже, ребят, не прет. Сети крупные, хотелось крупную рыбу. Немного, ну, покрупнее, чем много, но вот такую мелочь. Ну, ладно, ребят, что, на поесть поймали, то хорошо. Красоту, ребят, такую, настроение никто не отменял на самом деле. И такой отдых, это просто классная штука. Все, едем, ребята. Ну вот, подплываю к первой. Сороковка. Вот она еще немного кормит крупным окунем. А вот там остальные 45-я она вообще не дает. И 30-ка вот давала. Вчера вот плотвы немного. Короче, вот такие дела. Ночью, ребят, садились гуси недалеко. Прямо на воду. Блин, как они ругались, как они гыркали. Это вообще страшное дело. Под утро косач запел недалеко. Короче, ребят, под ноты, блин, по тайги, природы. Сидишь тут, кайфуешь. Ладно, начинаем. Так, обрезаю. И начнем собирать. Собираю так, как бы не собираю, как бы, как правило, надо их сразу же собирать. Ну, с такой грязью, ребят, бесполезно это делать. Дома свободное время помучаемся и соберем. Много воды будет, грязи в лодке. Ну, ничего страшного. Вот таким макарчиком сейчас будем собирать. Так, у нас вот окушок, ребят. Первая рыбка. Ну, окунь хороший, ича крупная. Хорошая рыбка. Так, у меня сразу здесь пакет. Я взял, чтобы этот рыбку складывать. Потому что бардак будет в лодке, короче. Вот такие дела. Ладно, распутываем и идем дальше. Да, не густо вообще.
Еще окунявик. Редко, но хоть крупный окунь. Такой средненький. Можно было, конечно, поставить тут 30-очки. Было бы его поболее. Вот на конце что-то подзалетели немножко окушки. То он вот еле-еле вот он проходит. Калиброванный, короче, ребят, окунь. Еще благо то, что вот у него плавники шипованные. Вот он заходит, цепляется еще. Он какой красавец. Вообще уже в конце. Смотри, ребят, битый. Кто-то его хапал. Кто-то его хапал капитально. Вон, смотрите, какие укусы, ребят. С двух сторон. Тч. По возможности сразу убираю траву. Вон какие палки. Ёк-макарёк. Что-то зацепилось, блин. О, здесь залетели окушки. Вот где вот куст ветки, там он попадается. А так, такие дела, короче, ребят. Все, груз я отцепил. Так, что там, где там? Зацепило, что ли, еще где-то? Воды, конечно, в лодке будут, дай бог. Ну да ладно. А то дома мы еще почистим. Пригодится еще сеточка. Остальное, финку еще вот новую, а остальную на все на выброс. Так, ребят, идет сеть на выброс. Вот здесь она хапнула, ветродуя. И, короче, ее смысла нету там распутывать, чистить. В костер сейчас выкинем, сожгем. И все. Вся любовь. С дровами пускай прям и будет. Вот так хапнуло нормально. Ну там с краю попалось. Там полсетки было более-менее. Знаете, ребят, рыба вся вот, она прям в траву туда и прет. В кусты получается. Вот ветка в кустах стояла, а плотвица залетела. Причем хорошая. Вон. Вот такая любовь. Пока плыву, ребят, один момент такой вот хочу вот объяснить. Вот даже вот если разрешена рыбалка сетями, да, вот забила сетку вот такими вещами, палками, ветками. Соответственно, человеку распутывать лень. Ну, это даже невозможно, в принципе, правильно. Ни в коем случае, ребят, не мотайте там и не кидайте ее там на берег или там вот на ветку, там в кусты. Соберите, по возможности увезите домой. Если есть костер, там сожгите как-то так. Ну, даже на берегу не оставляйте. Потому что вот даже если она на берегу стоит, также вода вот так подымется, она опять же будет в воде. Всякая птица в нее будет попадаться. Короче, ребят, надо, если даже рыбачите, то надо уважать все это дело. И не жадничать никогда. И хладнокровно быть и нормально, ребят, относиться к этому. Потому что природа, она дает. Если есть возможность, у многих просто не разрешена, то надо аккуратно, ребят.
никогда не оставляйте. Не забывайте, ищите до конца. Как-то так, ребят, чтобы водоем отрыбалил, забрал, все чисто было после тебя и все нормально. Это, я думаю, нормальная штука, потому что иначе никак. Вот водичка, наша отметочка начала падать. Это радует. Скоро уже пойдем на нормальную рыбалочку. Вот сегодняшний улов. Килограмма 3. Как раз свеженькая домой поедет. Хорошо. Это общий, ребят, везем домой. Окунишки, плотвички. Все. Такие окуньки. Свеженькая рыба нашей семьи, ребята. Покоптим, пожарим, засолим, засушим. Ну, в принципе, 20 там копчения, 20 жареха, 20 сушка. И немножко так. И все, вся рыбка пойдет в дело. Никуда она не денется. Все это, все хорошо. Тряхнули. Закрываем. Спасибо этому дому. Там, Лариса, дай. Что? Шапку. Мешки куда положишь? Ой. Да. Мы все собрались, упаковались, вещи, все вот то, что там очистки догорают. Собрали, почистили балок, вот бутылки вот еще тут стеклянные, тут не сжег, банки, склянки тоже увезем. Оставили гвозди, ну тут мало ли кто-то надумает под шамане, так на всякий случай. И котелка здесь не было, вот еще с Лариской оставили котелка, чтобы путники чайка могли попить. А то там расстреляли котелок, вот тут был, взяли, расстреляли его. Короче, вот как-то так, порядок. Ни одного фантика, все за 2 дня пожгли тут, все фантики, бутылочки. Короче, ребят, чисто. Все, сейчас позвонили Вове, сейчас Вова подъедет на моторе за нами, грузимся и домой.
Дай сразу палатку. Прибыла в Одессу банда из Ростова. А? Сейчас что? Закроемся. Здоровья. Что, все, что ли? Ну, недельку, блин. Хорош, хорош. Че, с чего начнем? Ну давай сюда, что там, я не знаю, что. Все подряд. Что там? Крупнее. Сюда крупнее. Плоское такое. Вещи. Все там. Все там? Да. Так. Это на жарку, ребята. Здесь на котлетики, братва. А здесь на сушку. Все идет в ход, братва. Все в тему. Че, спать хочешь? Нет, я выспался. Нормально. А, ты еще внутрь будешь солить? Да. Я думала, так сверху посыпь. Немножко. Сверху ряд Ну, я положишь, понял. посыпешь солью. Ты же вниз насыпал уже, Мгм. она просолится. 4 дня и просолится. Станет навялить. Ну что, родные, вот мы уже дома, помылись в бане, рыбку прибрали уже, что-то солится, что-то мочится, короче, ребят, что-то жарится будет сегодня. Рыбка по местам, а отдых просто, ребят, сумасшедший. Я всем желаю так отдыхать, ребята, неважно, на реке, на озере, в лесу или на поле, неважно, ребят. Берите детей, берите семью и уезжайте, ребята, и отдыхайте. Я просто, ребят, отдохнул так, что все, сейчас просто, я не знаю, неделю мне просто, ребят, просто буду спокоен. Короче, вообще четко, ребята. Я буду прощаться. Всем хорошего настроения, счастья, любви. Ну и давайте, ребят, на природу. Всем пока.